Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, здравствуйте, дорогие подписчики. Извиняюсь, что меня долго не было в эфире. Хочу быстренько ответить на ваши вопросы. В последнее время все чаще мне задают вопрос, какой же ты камерой все-таки подводной пользуешься. Показываю Калипсо. Она вот в таком чехле. Вот так она называется. Куплена камера на сайте camping.ru. Также хочу всех обрадовать, то что этот сайт по промокоду Hot Fishing предоставляет всем покупателям скидку 15% на весь товар. Так что спешите, проходите по ссылке под видео. Там вы найдете камеру и все остальное. Всем спасибо, приятного просмотра. Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и телезрители. Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Сегодня я вам покажу один день с того, как я еду на рыбалку, где я проезжаю, ну и что вообще происходит, как этот процесс происходит. Начнем с того, что утром в 8 часов я выехал из поселка. Сейчас нахожусь на реке. Иногда случаются такие казусы, что техника застревает в снегу, и ее приходится вытаскивать. Итак, для того, чтобы вытащить застрявшие сани, вам нужна веревка. Ну, можно потолще, у меня вот такая есть. Делаем петлю. Можно в 2 слоя, чтоб покрепче была. Но тогда она укоротится маленько, будет коротковатая. Но я сделаю подлиннее и в 1 слой, потому что сани не такие тяжелые. Это я одену на кофаркоп. Здесь петлю побольше. Это я одену за водилину.
Вот так. Сейчас попробуем дернуть. Yes! Ну вот, преодолели реку. Теперь будем искать дрова для растопки печи. Для этого я еду вдоль берега и высматриваю всякие топляки, валежник, даже не валежник скорее, а просто топляки, потому что их не надо валить, они уже бывают сухие, просохшие, продубевшие, и лучше горят и больше жара дают. Вот так вдоль берега высматриваю вот. А потом вернусь обратно на протоку. Так, приехал на место, вот, выгрузился, то есть начинаю выгружаться, проверил, здесь вроде лед чистый, черный. Хотел он туда подальше на глубину, там оказалось, что там очень грязный лед, поэтому здесь буду. Теперь нужно выгрузиться, поставить быстренько палатку, пробурить и растопить печку и начать рыбачить. Вот. Так, установка палатки. Придерживайте за угол.
Так, палаточка установлена. Теперь быстренько начинаем погрузку печки и установку печи. Печку, значит, я всегда стрелю ее аккуратно. Не знаю кто как, лично я в детстве настрадался с этими печками. Мне и доводилось в холоде сидеть и в тепле. Разные печки я видел. И видел, как обращаются с этими печками хозяева. У меня не было в детстве печи. Поэтому я знаю, как нужно бережно к ней относиться, чтобы она хранилась у вас долго и служила вам долго. Так, сейчас занесу еще лист. Вот такой лист еще с собой вожу всегда. Вот. Сейчас его тоже завезем. Занесем. Вот мой топор, колун, конкретный. Как говорится, дрова колоть. Некоторые почему-то сразу выбрасывают вот эти сумки, маленько поносят и выбрасывают, начинают все в какие-то мешки тарить там, просто так бросать. Я считаю, что это неправильно. Раз сделали здесь дверь, то есть сумку, то она должна быть. Да и удобнее в нее, в родной сумке-то. Так, вот здесь вот буду подлаживать что-нибудь, потому что, видите, проскальзывает. Mastarı bakar betende. Mastarı.
Çubukları. Mastırı beten desi. Mastır mastır. Воспользуемся старым венкийским способом. Так быстрее просто. Разжигается печка, становится тепло. Сегодня у меня в гостях глава нашего поселка Жиганск Сорокин Василий Николаевич. Потом приехал его одноклассник и одноклассник моего коллеги Иннокентия, Семен Иннокентьевич из города Якутска. Значит, у нас уже традиция становится. Каждую субботу к нам приезжают гости из города Якутска и приезжают вот со мной на рыбалку. Это очень отрадно. Значит, ну, Владислава, конечно же, я представлять вам не буду, но все равно представлю, кто, может, еще не знает, новые подписчики. Это Владислав, мой напарник, постоянно рыбачим. Сегодня мы, значит, приехали снова на протоку, на реке Лена. Рыбачим в Якутии. Вот только пробурились, установили палатку, растопили печку и сели. Вот, сейчас полудень. Ну, посмотрим, что нам сегодня удастся поймать. И удастся ли вообще поймать что-нибудь. Да. Так, Семен Иннокентьевич, может, маленько расскажете вот подписчикам цель вашего визита в наш Жиганск? С какой целью приехали? Командировка или просто гости? Как командировка, соревнование идет сейчас мужская спартакиада. Смотреть, как эти соревнования проводятся. Кто может внедрить вот эти соревнования в республиканском уровне. Далее. А вот такие соревнования, они разве не везде, не в республике, по республике? Ну, в республике проводятся, но чисто мужская, как бы, спартакиада, вот в таком ракурсе, наверное, скорее всего, только тут, наверное, чисто мужская. Потому что везде идут смешанные, как бы. А тут, как бы, разделение на мужскую и женскую спартакиаду. Вот он. Abi olmaz öyle. Ben bir şey koydum. Baş falan bir sınavlar önce. Bu Vladimir Sınavlar. Oldu iki balık var buldu. Kay bu? Голенастый. Kimini? Bulayı kendimi kadar. Bu Vladik kenarında. Vladik kenarında. Bu kıpkırı. O kordon tutardı. Üye tamam. Vladik kötü koy ha. O yok ha. O ustana hazırdı. Hazırdı. Kanlısa Надо bu hemen. Hayır acele. Так, вот здесь ребята рыбачат снаружи. Давайте посмотрим на их улов. Одна щучка. На что это попалась? О, хороший сига взял. Что, солить будешь? Вот неплохой сига взял. На что взял? На какую блесну покажи? Блесна на балансир. А, на балансир на такой, на красный, да? С красным Круто. Круто. Вот ребята снаружи рыбачат. Палатки места нету.
Ну, греться, надеюсь, зайдут обедать, там поговорим. Я выглядел. Удягой было. Инфракрасный. Оголда. И брата быка, як молоді гори. Ындыргальбах. Просто ындыргальбах. Вообще как кричам был тянно. Кот-то. Саддам да саддам. Куда ты, да? Вот. Тоқтады. Так, күшке татты явно. Емені қамықта. Мышка тоқтала. Где щука, там сик. Бак. Есть. Семен Иннокентьевич. Ну-ка. Когда круги хорошо. Гостям должно вывести тучок-то. İnde. Yer mi var? Gidene taktı. İnne alır. Gid bakalım da oluyor. Ne? Kırık ödem bir. Hadi kaşanın da. Леском Tebeden встал. bir. Diğer kayıtma. Tebeden indi. Bunu hamda takana giyecek öyle. Bakalım. Всей толпой начали уже утаскивать. Так. Надо той не халтовую. Он халтовый. Var da bete. Kada kamerada ustatı Allah diyelim gönderi. Bak bete durar da. Turar. Hadi doğru toysun da bu. Doğru. Ha, boş şey var mı bu tura? Bilim baraya bilim. Şu kayıya. Kartık tereye diyor. Tutdum. Ha, bugün kendine Ağrı kokulatma. Kokulatma. Yerde. Elle. Nere? Вот, поздравляю. Kaskın da По чинам. Kaskın. Бай. Bu красота. Не вот это бы отдохнул. Вишки денег кара. Бедерин de kılgını da bir. О, блин, как краток тут угадил. Bu tanrı çürükten de Olur. Раз, два. Ну вот так вот всегда везет гостям. Ну так и должно быть. Мы свое возьмем. Свое возьмем. Чтобы не мешаться, уберем свои Удочки, да? щучьи удочки. Нам главное сейчас сига поймать. Ну что, главное хищника вытащили. Слава богу. Вот теперь Рыба на хорошо. подходе. Вот, молодец. Боевым крещением. С подчином Такое обычно. дело. говоря. Обкуривает такое дело. Ну вот, все уехали, остались мы вдвоем. С Владиславом Дмитриевичем продолжаем рыбалку. В ожидании язя будем теперь рыбачить. Щуку поймали, окуня поймали. Мордушку закинули. Так, все разбираем, как и собиралось. Поспать не удалось, но хоть посидели на этой кровати. Вот многие до сих пор спрашивают, что за кровать. Напоминаю, вот siptermo.su. Сайт такой, заказывайте там.
Как кровать называется, не знаю, просто раскладушка. Походная. Видите, вот у нее вот такие вот ножки, и за счет них полы у меня вот не продавливаются. Хотя тут вчера на ней 3 мужика сидело. Не маленьких. Итак, процесс разбора в обратном порядке, соответственно, происходит. Сейчас я сначала сниму печь, потом уже начну разбирать палатку. Предлагаю посмотреть этот процесс вкратце. Ну вот я тут днем перетащил палатку. Вам жаль, я не успел это заснять, но я ее перетащил. Можете посмотреть вот следы. Вот с этого места, где она стояла, я ее вот так вот волоком, вот следы волочения, перетащил сюда. Один. Там внутри стояла кровать, печка топилась. Ну и так по мелочевке, рыболовные снасти и тому подобное. Сейчас покажу процесс разборки.